Мы расскажем о 138 людях, похороненных без савана на кирпичном заводе. Мы отправляемся в Кыргызстан, год 1938. В это время генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза был Иосиф Сталин. 1938 год – это год ссылок, смертей, слез и массовых ночных захоронений на землях Туркестана. В это время в Кыргызстане произошли большие трагедии, и кирпичный завод стал братской могилой. С тех пор киргизский народ всегда хоронил там свою боль. Это место называется Ата-Бейит, что означает «кладбище отцов». До 1938 года давление и притеснение в Туркестане со стороны Советского Союза только усиливались. А просветители тюркского мира, которые сказали этому «стоп», были обвинены сталинским режимом в националистических движениях, арестованы и расстреляны. А кто же эти несправедливо казненные, выдающиеся просветители Кыргызстана? Одним из них был Касым Тыныстанов, один из основателей современной киргизской литературы и создатель киргизского латинского алфавита. Среди них также был Ишинали Арабаев, создатель первого киргизского алфавита, и Торикул Айтматов, отец всемирно известного писателя Чингиза Айтматова, занимавший пост министра промышленности и торговли, а всего их было 137 человек. То есть это 137 лидеров общественного мнения, ученых и политиков. В 1937 году в газете «Правда», официальном печатном органе Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, были опубликованы две статьи и под заголовком «Гнилые политики Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии». Среди прочих упоминается и имя отца Чингиза Айтматова – Торекула Айтматова, который вместе с другими обвиняется в буржуазном национализме и враждебности к народу. Эта газета в Советском Союзе заняла такое положение, что критика и обвинения, опубликованные в ней, воспринимались как приказ, после чего следовали увольнения или аресты. Так произошло и в этом случае. Публикации в газете «Правда» подготовили общественную почву, и местные власти были приведены в действие. Начинаются массовые аресты по обвинениям в контрреволюционной деятельности и национализме. Среди арестованных, многие из которых были известными политиками, учеными и писателями, в тюрьмах подвергались ужасным пыткам. Эти массовые аресты продолжались с определенной периодичностью. После арестов был создан показательный суд, и в ходе процесса всего 137 человек были приговорены к смертной казни и расстреляны. Убитых массово захоронили в печной камере кирпичного завода в Чонгташе, недалеко от столицы, которая сегодня называется Бишкек, и засыпали сверху. Свидетелем этих событий стал аксакал по имени Абикан Кыдралиев, который в то время работал сторожем в этом районе. Но из-за страха он никому ничего не мог рассказать. Однако время от времени он приходил туда, читал Коран и молился за души погибших. Абикан Кыдралиев рассказал о случившемся своей дочери по имени Бибигула и сказал: «Смотри, дочка, здесь похоронено много великих ученых людей. Когда времена изменятся к лучшему, ты откроешь это место. Ни в коем случае сейчас никому ничего не говори», – завещал он. Бибигула Кыдралиева после обретения независимости Кыргызстаном, чтобы исполнить завещание отца, написала в Комитет безопасности все, что слышала от него. Молодой человек по имени Болот Абдурахманов, возглавлявший отдел комитета, несмотря на возражения некоторых своих коллег, не оставляет это дело и начинает раскопки на кирпичном заводе возле села Чонгташ. Во время раскопок были обнаружены останки 138 человек. Среди этих костей также находят трехстраничный документ с приказом об аресте Тюрикуля Айтматова. Интересно, что эта бумага не сгнила, однако, когда бумага соприкасается с воздухом, она разрушается. Было установлено, что у этих людей, чьи останки были обнаружены, руки были связаны за спиной, а казнь производилась 2 выстрелами в затылок. Останки тел были отправлены в судебно-медицинский морг для установления личности. В результате проведенного архивного поиска и ДНК-теста было установлено, что один женский и в общей сложности 138 тел принадлежат представителям интеллигенции того времени и пропавшим без вести лицам. Однако в списке лиц, приговоренных к смертной казни в 1938 году, значится 137 имен. Но во время раскопок было обнаружено 138 черепов.
Среди предметов, найденных в могиле, были фрагменты женской обуви 36 размера, а также выяснилось, что один из черепов принадлежал женщине 49 лет. Считается, что эта женщина случайно стала свидетелем событий и поэтому была убита. Обнаруженные останки были захоронены в официальной церемонии с участием политических деятелей и тысяч людей накануне провозглашения независимости Кыргызстана в 1991 году возле села Таштёбе у подножия гор Тянь-Шань. По предложению писателя Чингиза Айтматова этому месту было присвоено название Ата-Бейит, то есть национальный исторический и мемориальный комплекс «Могила отцов». В 2000 году по инициативе первого президента Кыргызстана Аскара Акаева здесь был построен мемориальный мавзолей. Чингиз Айтматов, который в детстве потерял отца и вырос в условиях больших страданий и давления, завещал похоронить себя рядом с отцом в Ата-Бейите. Когда он скончался в 2008 году, его похоронили в Ата-Бейите, рядом с отцом, которого он долгие годы искал и нашел в братской могиле. В Кыргызстане во время Народной революции 2010 года произошла еще одна трагедия. Во время Народной революции силы безопасности открыли огонь по народу, и многие кыргызы погибли. Эти трагические события оставили глубокие раны в душе кыргызского народа. И те, кто погиб во время этой народной революции, были похоронены в Ата-Бейите, то есть на месте, где покоятся их отцы. Теперь Ата-Бейит – это место, где похоронена печаль, где прорастают борьба и упорство. Это место, которое обязательно должен посетить каждый, кто приезжает в Кыргызстан. Это памятник, где искали справедливость, но где человечество было похоронено коллективно. Мы с уважением и благодарностью вспоминаем кыргызских просветителей, покоящихся в Ата-Бейите. Этот исследовательский документальный фильм был подготовлен Ахметом Сагламом на турецком языке и переведен на русский язык с помощью искусственного интеллекта. Чтобы быть в курсе подобных аналитических и исследовательских материалов, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк видео.